Якша – населенный пункт в верховьях Великой Северной реки Печоры, расположен по обеим сторонам реки возле устья ручьев Якша и Кирша. В давние времена через эти места пролегал торговый путь с Камы на Печору. Он был проложен по рекам Чердынь, Колва и Вишерка до Чусовского озера. Далее шел Волок в 6 верст, и путь продолжался по притоку до реки Печоры. Там в районе Якши товары грузились на баржи и отправлялись вниз по Печоре. Этот торговый путь был известен с 16-17 веков. На месте погрузки товаров на баржи со временем возникла Якшинская пристань, а затем и населенный пункт. Не все ясно в истории возникновения названия этого поселения. То ли от слова татарского «якши» – «хорошо», а может быть от слова «якшиться», то есть общаться или торговать. Хотя известный этнограф и лингвист Анатолий Павлович Афанасьев считал, что название связано с основателем поселения по имени Яков. Действительный член Императорского географического общества, известный картограф Иван Яковлевич Кривощеков в словаре географическо-статистическом Чердынского уезда Пермской губернии 1914 года издание сообщает: Якша – пристань на реке Печоре, в 25 верстах по реке от деревни Усть-Волосница. Получается, если нет ошибки в расстоянии, то Якша ранее располагалась напротив устья, по нынешнему Большой Хорошевке, то есть на правом берегу Печоры, а от Усть-Волосницы до современной Якши около 50 верст. Далее Кривощеков пишет, как судовая пристань, Якша возникла около 1770 года благодаря чердынскому купцу Валуеву. До того пристань находилась в 40 верстах выше по реке и именовалась Хорошавкой или Хорошей Бичевкой. Последняя возникла на Печоре около 1700 года, являясь в то время единственным складочным хлебным пунктом. Побывав на Якшинской пристани в 1840 году, известный промышленник и исследователь Крайнего Севера Василий Николаевич Латкин писал: здесь около сотни мелких амбаров, большей частью принадлежащих чердынским торговцам. Есть несколько домов, особенно хорош домик купца Мичурина. Теперь здесь никто не живет, кроме караульщика с семейством, и на время приехавшего сидельца питейных сборов. Главное строение на правом берегу, там же находятся и часовни. В 1888 году известный краевед и фотограф Николай Евграфович Ермилов в своих путевых заметках «Поездка на Печору» написал: подвезенные в течение зимы, с Усть-Еловской пристани разнородные товары, тотчас же по вскрытии Печоры грузятся на суда. Отсюда нагруженные товары развозятся по всем селениям вниз по Печоре,
лежащим, включительно до села Куи, лежащего в устье реки. Часть судов, по распродаже этих товаров, забирает в обмен на них продукты местных промыслов и свозит все набранное вновь на Якшинскую пристань. Другая часть этих судов делает то же самое осенью. Первый обратный караван этих судов приходит на Якшинскую пристань после 15 августа и называется весенним, так как он привозит преимущественно рыбу весеннего улова, сигов, омулей, хариусов, а второй, около 1 октября, и называется осенним с главным грузом семги и сигов осеннего улова, а также сала. Привезенными товарами вновь нагружаются якшинские амбары и освобождаются от них с наступлением зимнего пути. Таким образом, Якшинская пристань представляет центральный склад всей печорской торговли, как ввозной, так и экспортной. И было два основных пункта товарооборота – Якша и Чердынь. Несмотря на несовершенство путей сообщения, грузооборот между Якшей и Чердынью достигал более 1 миллиона пудов. Часть этого груза перевозилась из Чердыни на Печору по зимнему пути протяженностью в 220 верст. Возникновение самого селения исследователь Любомир Николаевич Жеребцов относит к началу XX века. Его основали на правом берегу Печоры русские крестьяне, выходцы из Пермской губернии, среди предков которых, возможно, были обрусевшие коми-пермяки. В 1927 году в Якше имелось 8 хозяйств, 43 жителя. В списке населенных пунктов начала 1926 года, Якша отмечена как пристань в Троицко-Печорской волости. Здесь размещались фельдшерский пункт лесорубов, школа первой ступени, Красный уголок, участок милиции, крестьянский комитет общественной взаимопомощи, сельсовет. В списке населенных пунктов Мамыльского сельсовета в 1956 году отмечены поселки Якша и Якшинский. Якша – на правом берегу Печоры или соучасток Якшинский, на левом берегу Печоры. 15 июня 1976 года. Эти поселки были объединены в поселок Якша. Тогда же был образован Якшинский сельский совет. В наши дни поселок Якша известен не только в России, но и за рубежом. В 1930 году был учрежден в своем статусе самый крупный в Европе Печора-Илочский заповедник, управление которым находится в поселке.
Заповедник занимает 7000 квадратных километров в северо-восточной части Республики Коми и относится к тем немногочисленным местам на Земле, где природа сохранилась в своем первозданном виде. Любой желающий может соприкоснуться сегодня с девственной природой заповедника и ознакомиться с его достопримечательностями, пройдя по любой из многочисленных экотуристических маршрутов. Здесь же, в поселке при заповеднике, была создана в 1949 году первая в мире опытная лосиная ферма по одомашниванию лосей, и сегодня посещаемая многочисленными туристами. А знакомство со здешними чудесами начинается в музее Печора-Илочского заповедника. Несмотря на большую удаленность от городов и даже от районного центра, жизнь в поселке продолжается. Недавно здесь была построена современная школа, совмещенная с детским садом и интернатом для проживания детей, оснащенная всей необходимой инфраструктурой. Конечно же, есть и немало нерешенных проблем, главная из которых отсутствие хорошей дороги до поселка и недостаточное количество рабочих мест. А такие проблемы вынуждают многих покидать родные места в поисках работы и более комфортной жизни. В 1995 году в поселке проживало 1520 человек. По состоянию на октябрь 2020 года оставалось 762 человека. С более подробной информацией желающие могут ознакомиться на сайтах, указанных под этим видео. Те, кто заинтересовался аэросъемками, историей и судьбой деревень и сел Республики Коми, могут посмотреть на данном канале в YouTube, а также на канале «Воздушный репортер» на платформе Яндекс.Дзен около 200 видеороликов. Съемки производились в Усть-Куломском, Карткировском, Сосногорском, Троицко-Печорском, Койгородском, Усинском районах, а также городском округе Ухта Республики Коми. Буду очень рад новым подписчикам на моих каналах. Смотрите и пишите свои комментарии, делитесь своими знаниями и историями, связанными с сюжетами в видеороликах.